Добрый вечер. Владыка Марк, в отличие от предшественника, решил прочувствовать весь путь до Воркуты по железной дороге. Времени осмотреться хватило, поэтому с перрона сразу на службу. Впрочем, пока знакомиться с приходами, заполярный холод и метель новый епископ оценить успевает максимально. К счастью для него, это не сюрприз. Первый монастырь, в котором служил, в общем-то, недалеко, в Архангельске. Суровые зимы лично ощутил и в родной Башкирии. В степи они бывают особенно трескучие. Когда я учился в школе, у нас до минус 50 доходили морозы некоторые годы, поэтому минус 40 – это для меня совершенно такая естественная температура. Я еще не забыл все это, и сугробы тут такие же большие. Мы, когда были детьми, помню, нам позволяли эти сугробы рыть всякие подземные замки. Первая литургия в храме святого архистратига Михаила. Помолиться туда приходят и воркутинцы и делятся ожиданиями от перемен в церковной жизни. То, что необходимо сегодня – помочь батюшкам в решении хозяйственных вопросов и принести согласие в храмы. Чтобы среди всех священников был мир и согласие. Вот. Мы так вот, как прихожане, видим, что не всегда бывает согласие, а желательно, чтобы все священники жили дружно. Вот этого мы желаем, чтобы и владыка поддерживал это. Чтобы мы сами делали шаги навстречу. Не все же от него одного зависит, от нас тоже многое, если не все. Если мы будем всех вместе ходить, приходить на службы, вместе друг с другом, по-человечески общаться, тогда все будет хорошо. Правящий архиерей Марк в миру Рустам Давлетов родился в семье служащих. Учился в Уфе в пединституте на художественно-графическом факультете. После 3,5 лет обучения переехал в Санкт-Петербург. Там принял крещение и с 92 года находился на послушании отца Наума в Троице-Сергиевой лавре. Затем принял монашеский постриг и 21 год жил в Ивановской области в Николо-Шатомском монастыре. Тогда получил и юридическое образование. У его предшественника Иоанна с владыкой Марком, к слову, много общего, они ровесники. И оба служили в Шуйской епархии. Сейчас их должны объединить еще и намеченные цели. В своем обращении к новому епископу о них напомнил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Среди приоритетных укрепления православия в арктической зоне и работа с подрастающим поколением. Воркутинская епархия образована недавно, но твоим предшественникам по кафедре, епископом Иоанном, уже положено твердое основание епархиальной жизни. Тебе предстоит продолжить начатое церковное строительство, дабы по слову Священного Писания все здание, слагаясь стройно, возрастало в святой храм о Господе. По прежним трудам тебе хорошо знакомы особенности жизни в российской глубинке. Уповаю, что приобретенный тобой ценный опыт сослужит добрую службу на новом поприще. Хотелось бы, чтобы у людей была работа, экономическая стабильность, чтобы люди могли в достойных условиях растить и воспитывать своих детей. Мне рассказывали, что здесь в советские времена был город первой категории. И дай бог, чтобы, скажем, Воркутинская земля, она возродилась. Как это было до перестроечные времена. Пока на знакомство у епископа всего неделя. 1 февраля – день интронизации Святейшего Патриарха, где архимандриту Марку необходимо присутствовать. А потому в планах на ближайшие дни служба как архиерейским чином, так и младшим иерейским, чтобы максимально глубоко изучить работу епархии. С журналистами владыка поделился и своими увлечениями. Учеба на художественном факультете даром не прошла. В свободное время епископ занят рисованием и фотографией. И даже подумывает с позволения местной администрации организовать в Воркуте свою фотовыставку. Впрочем, это пока планы далеко идущие. Главное сейчас приходы и прихожане, с которыми еще предстоит познакомиться. Таисия Жакова, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган, Воркута.